Здравствуйте, друзья! И я сразу начинаю ролик о насущном. Напомню, в марте из отлова Оренбургской области я забирала 15 собак, половина из которых уже пристроены, и в роликах о них я вам рассказывала. Теперь дошел черед до рыжиков. Это мама с дочкой. Красота! Вот она, лисичка с своей дочкой. В одну клетку. Мы же хотим их всех туда посадить. Хотя лисичка. Вот она, красоточка. Да, она каталась. Она со мной каталась всегда. Давайте, Моя зайка, ты не бойся. Давайте Лисичечка. Давайте следующего грузуна. Они вместе, они контактируют, да? Это мама Это мама с дочкой. 11 и 14 килограмм. Небольшие коротколапики. Их отличительная черта в том, и сложность заключается в том, что пристроить их невозможно по отдельности, несмотря на то, что они небольшие, коротколапые и хорошенькие. Дочка не может жить без мамы ни минуты. Пробовали разлучать, потому что на маму были ручки. И ее уже забирали. Но дочка орала, скулила, металась так, что видеть это было невозможно. Пришлось маму вернуть. Но пристроить вместе практически невозможно. И вот счастье. Редчайший случай. Нам предложили забрать на пристройство в Эстонию, где они, учитывая такую их особенность, будут пристраивать их вместе. Но оплатить дорогу должны мы, а это 60 тысяч за двоих. Много, но других вариантов нет. Иначе будут они сидеть у нас пожизненно. Помогите, друзья, на отправку. Помогите сделать шаг навстречу новой жизни, новой судьбе сразу 2 собачулям. Второй раз могут не предложить. Пожалуйста, прошу вас, давайте отправим их. Помогите собрать на дорогу. Вот оно, но это не похоже на абсцесс, тут как будто просто какое-то воспаление идет, вот здесь как будто содержимое какое-то имеется. Вот оно прям под мочевым пузырем. Вот оно. В области кости матки. Ну, там, где обрезают, да, ее. Цифтриаксон попробуем, а если не будет динамики, тогда уже повторно вскрывать, удалять. Ну а теперь о болеющих. Чуть ранее я показывала вам проблемы с Алиской, Кэти, Тучкой, как тяжело и дорого их лечить. Лечение их продолжается до сих пор. Просто нет уже сил об этом говорить. Лечим. Но на этом проблемы не заканчиваются. Теперь лечим подростка Аду с непонятным докторам, воспалением на культе матки. Ребенку всего 7 месяцев. И откуда-то взялось воспаление. В мае лечение начиналось, антибиотиками, казалось бы, вылечили, но, оказывается, не вылечилось, а снова проявилось сейчас, в августе. И вот мы уже на УЗИ, сдали анализы и ждем анализ БАК-посев. Может, он прояснит бактериальную картину происходящего и чувствительность всех антибиотиков к конкретному организму конкретной собаки. Неприятно и печально. Потому что силы не бесконечны у людей, и проблемы возникают на ровном месте, а рук человеческих не хватает, чтобы еще с молодняком ездить по врачам с пустым кошельком или в ущерб корму. Но щенок Ада – это еще не все. У собаки Весты, которой лет 10, выросла шишка на ноге. Начали обследование, анализы, рентген. Назначили операцию, а значит кардиолог, эхо, ЭКГ. Выдержит ли сердце? Сердце выдержит, сказал кардиолог. Но ампутация 1 или 2 подушечек лапы. И вот уже операция прошла. Вчера. Выжила. Теперь перевязки. Ежедневно. 5 дней в клинике. Удаленный участок лапы на гистологию. Результат через 2 недели. Кому возить в клинику? Передержки, которая и так орет за неоплаченный июль. Ее голосовые ставить не буду. Часть долга ей погасила. 60 тысяч. Но ее это не устраивает. Идем дальше. Собака Вилон. Спасли из ППЖ осенью 23 года. Овчаристый, добрый, большой. Да, оказался возрастной. Лет 6-8 было тогда ему.
значит, сейчас около 10. По приезду на бедре в декабре 23 года удалили ему шишку, случайно обнаруженную. Долго заживал шрам, была зима, мороз, и он в колпаке, чтоб не разлезал. Все это было. Передержка мужественно лечила, перевязывала, возила в клинику, терпела неудобства с колпаком, ведь голова не пролезала в будку с этим колпаком, но не требовала перевозить его никуда. Такого большого под 40 килограмм никто не взял бы. Выделили отдельный вольер, что тоже неудобно. Вольеры в дефиците. Так, ждем врача. С УЗИ нас перенаправили к терапевту. Сладкий такой мальчик. Прошло, пережили. И вот снова. Вроде все внешне неплохо. Бегает, ест. Но передержка обратила внимание на живот. Что-то ей не понравилось в нем. Поехали на УЗИ. И да, действительно, огромное образование. Даже некоторые органы не визуализируются. И какой орган поражен этим образованием, даже не видно. Доктор предположил, что все органы, вся брюшная полость. Ну что ж, будет жить, сколько ему отпущено. Пока двигается, пока ест, пока не больно. Почти 2 года жизни моим спасением ему подарено. Или вот еще одна собачка Манечка. В районе холки образовалось вздутие или шишка, или нарост. Не хочу думать о плохом. В клинике посоветовали понаблюдать. Но через месяц ситуация не изменилась и не рассосалась. И доктор, что стерилизует нам собак, смогла удалить это вздутие, это образование. Возможно, такое бывает от укола в холку, сказала она. Возможно, в игре поранил кто-то в области шеи и загноилась и вздулась, неизвестно. Пришлось удалить. Теперь она заживает. Посмотрим, как будет дальше. И еще хочу сказать, в дополнение о тратах этой недели удалось купить 25 вакцин, без которых нам нельзя. Нам бы штук 200, но это дорого, поэтому радуемся 25 вакцинам. Друзья, я хочу сказать, стало очень тяжело жить. А жить с собаками еще тяжелее. А с большим количеством собак еще и еще тяжелее жить. А нести ответственность за них во 100 крат тяжелее. Особенно, когда нет денег, когда их не хватает на все проблемы, на всех собак. А ты должна не прокараулить, если кто-то заболел, у кого-то что-то выскочило, кто-то облысел и чешется. Если что-то прозевали, то потом дороже обойдется. И вот сколько надо денег, чтобы кого-то успеть отправить на пристройство, кому-то оплатить дорогу, а кого-то лечить, а всем им вместе взятым постоянно покупать корм. У кого-то корм еще есть, у кого-то он закончится завтра, а лечение, операции, они вне корма. Я разместила чеки, чтобы вы видели, что лечение не обходится нам бесплатно. Собранные деньги, это примерно 50-70 тысяч, расходятся моментально на врачей, на лечение, на лекарства, на погашение долга поставщику. Спасибо всем, кто помогает регулярно и делится последним. Спасибо большое Александру, на деньги которого купили корм на 1 передержку. Спасибо. Пока вы помогаете, мы выживаем. Но долги погасить не получается. Слишком много насущных проблем каждый день. Друзья, я еще раз напомню, пожалуйста, помогите оплатить дорогу 2 рыжикам. Пусть они будут в числе счастливчиков и станут домашними и нужными. Пусть они, хотя бы им повезет уехать еще на пристройство в Европу. Пожалуйста, давайте соберем им денег на дорогу.